Сегодня во всем мире отмечается День защиты детей. В нашем районе первый день лета, несмотря на плохую погоду, прошел ярко и празднично. С самого утра в городе в торжественной обстановке открылись детские площадки. Сегодня еще двойной праздник, потому что сегодня еще у нас столетие дополнительного образования. Мы встречаем детей, несмотря на плохую погоду, в нашем зале уютном, комфортном, для того, чтобы поднять им настроение, чтобы им пожелать хорошего лета, хорошего отдыха, хорошего настроения. По традиции, с 1 июня начинают работать летние оздоровительные и трудовые лагеря. В этом году они пройдут под эгидой «Готов к труду и обороне». К слову, первые испытания ребята смогли пройти в день старта оздоровительной кампании. Мы придумали самый хороший вариант для того, чтобы их поддержать. Это выполнить испытание ГТО. Это здорово. Дети, подрастающее поколение приводят себя в порядок, набираются сил, эмоций, позитива и начинают работать. А вот тем, кто проявил себя в этом учебном году, на торжественном собрании вручили благодарственные письма, а десятиклассники в том числе получили именные стипендии. С приветственным словом к Золотому фонду района обратился исполняющий обязанности главы района Сергей Дегтяренко. Каждая пятерка, каждая грамота – это фундамент, на котором потом будет строиться ваша успешная жизнь. И поэтому я особенно обращаюсь к старшеклассникам и хочу вам сказать, не сбавляйте темпов и постарайтесь закончить школу с отличием. Поверьте, в будущем все ваши старания окупятся сторицей. Более подробно о том, как в Сосногорске прошел День защиты детей, мы расскажем в понедельник, 4 июня. На этой неделе в Сосногорске высадился правовой десант правозащитной организации людей с ограниченными возможностями «Аппарель». В его рамках общественники проанализировали реализацию госпрограммы по созданию доступной среды в Республике Коми. Главная цель – посетить те объекты, в которых были проведены мероприятия по повышению доступности на средства, выделенные по программе, и дать оценку проделанной работе. По словам председателя организации Ильи Костина, цель мероприятия не наказывать или обвинять исполнителей программы, а выработать совместными усилиями решения, с помощью которых можно повысить ее эффективность. В Сосногорске, как и в других муниципалитетах Республики Коми, одна и та же в основном проблема – это неправильный угол наклона пандуса, это входная группа с порогами, это подъемные устройства, которые установлены ПТУ 001, которые нельзя использовать, и санитарные комнаты выполнены с нарушениями. Реализации мероприятий программы сопутствует немало технических сложностей. Нередко встречается неправильное составление проектной документации, говорит Костин. Есть непонимание того, что нужно людям на колясках. Среди проблем была обозначена и неготовность учреждений идти на кардинальную перепланировку и переоборудование своих помещений, так как это влечет за собой не просто большие финансовые затраты, но зачастую противоречит требованиям других надзорных ведомств. Мы как раз вчера обсуждали этот вопрос, и как с одним из вариантов, скорее всего, мы выйдем, это для того, чтобы после всей сдачи, чтобы кто-то проводил независимую экспертизу. Результаты инспекции обсудили за круглым столом. Представители «Аппареля» подробно остановились на каждом объекте, где были выявлены те или иные нарушения. Кроме замечаний, ими также были даны и практические рекомендации по их устранению. Как отметил председатель, несмотря на недочеты, Сосногорск по уровню реализации программы «Доступная среда» на фоне других районов выглядит неплохо. Если сравнить два региона, которые мы сейчас проехали, это Ухта и Сосногорск, в Сосногорске гораздо лучше дела обстоят, чем в Ухте. Обсудили за круглым столом и процесс паспортизации социальных объектов на предмет доступности и размещения информации на сайте «Жить вместе». В этом отношении, отметили гости, в Сосногорске работа налажена на высоком уровне. В Сосногорске дела обстоят по поводу паспортизации в наилучшем виде. И лучше, чем Сыктывкар и город Ухта. То есть большинство учреждений уже подготовило, да? Они более качественные, они более объективные. И на карте доступности «Жить вместе», то есть работа ведется. Если там говорится, что объект недоступен для людей на колясках, значит, он недоступен, в отличие от города Ухты, где пишут везде для всех категорий доступен, не может туда зайти ни человек на коляске, ни слабовидящий человек. Вторым блоком мероприятий десанта стал семинар по правовому просвещению, одним из экспертов которого выступила руководитель общественной организации «Особое детство» Юлия Посевкина.
На семинаре были подняты наиболее актуальные проблемы для родителей детей с инвалидностью. Сегодня ситуация, например, с образованием особых детей значительно улучшилась за последние годы. Но то, что остается очень актуальным, и даже в Сыктывкаре, вот в столице, да, это тьюторы для детей с ограниченными возможностями. Это такие сопровождающие в школах и детских садах, без которых вот что-то получить хорошее для ребенка не получается. Это вот первая тема. Вторая тема. Сейчас большие сложности с лекарственным обеспечением детей, особенно если это дети требуют серьезного комплексного лечения. Вот, например, вчера ко мне обращалась семья с ребенком с онкологическим заболеванием, так они все лекарства постоянно покупают за свои деньги. Я думаю, что это по всей республике такая ситуация и есть. Кроме того, Юлия Посевкина рассказала, что одним этим семинаром сотрудничество не ограничится. Главная задача – найти на местах желающих войти в команду и отстаивать интересы людей с инвалидностью. У нас есть группа ВКонтакте, которая называется «Особое детство». Через меня можно найти эту группу легко. У нас есть группа для специалистов, которые работают с особыми детьми. У нас сейчас большой проект идет с ними. Называется эта группа «Педагоги без границ», одноименная с проектом группа. И мой телефон, он всегда доступен, кроме выходных, конечно. Это 8 908 328 13 48. Можно зазвонить, я окажу юридическую помощь. Также во время своего рабочего визита эксперты провели бесплатные юридические консультации для жителей. Тепличный комплекс «Сосногорский» – это инвестиционный проект в Республике Коми. Он будет оборудован по последнему слову техники с применением инновационного оборудования и технологий для выращивания овощей защищенного грунта. Уже сейчас совместно с Центром занятости Сосногорска на предприятии ведется набор кадров. На предприятии будет создано 250 рабочих мест, из которых 150 рабочих мест – это овощеводы. Кроме этого, мы также в производстве будут задействованы у нас агрономы, бригадиры отделений, инженерно-механическая служба. В настоящее время мы ведем работу по формированию кадрового резерва по овощеводам, по агрономам, по инженерно-техническим должностям. На сегодняшний день для работы в тепличном комплексе отобрано 63 кандидата, 17 из которых уже прошли обучение в Коми республиканском агропромышленном техникуме и получили дипломы по специальности овощевод. Обучение проходило 2 этапа, то есть сначала было 2 недели теории, потом 3 недели практики. То есть 2 недели мы обучались в агропромышленном техникуме. Там было несколько предметов, какие-то были более сжатые, некоторые были более расширены, то есть именно то, что непосредственно касалось нашей профессии. Потом мы проходили практику в пригородном 3 недели. Там мы обучались уже конкретно все в процессе, что, как, почему, то есть все, что связано с огурцами и томатами, это непосредственно те культуры, которые у нас будут в теплицах. Вот. Ну, тоже нормально там. Вопросы, какие мы задавали, нам все отвечали. Все, что там интересовало, объясняли. Всего 5 недель обучения, 2 из которых – это теория. И 3 недели отведены на производственную практику в Сыктывкаре. Уже в июне планируется открытие 2-й группы обучения. Преподаватели очень интересно давали информацию, давали, основываясь на своей практике. И все это было интересно. Увлекательно. С полным перечнем должностей, а также с более подробной информацией вы можете ознакомиться в группе «Тепличный комплекс Сосногорский» в социальной сети ВКонтакте и в Центре занятости города Сосногорска. В сфере образования в 2017 году мы вошли во все приоритетные федеральные проекты с федеральным финансированием. В сфере образования сегодня перед нами стоит ключевая задача ухода от 2-й смены и поэтапному введению новых ученических мест. К 2020 году мы планируем построить 8 новых школ в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском и в Уктыльском районах и в городе Сыктывкаре. Если в предыдущие 5 лет нам удалось ввести чуть больше 1000 ученических мест, то только за 2017 год мы ввели дополнительно 875 ученических мест.
мы с вами увидели, в каком состоянии здание. Оно красивое, светлое, чистое, заменены окна, да, полы выложены кафелем, в кабинеты очень просторные, большие, где есть не только учебная зона, но и есть возможность установить игровую зону. В нашей жизни есть символы, которые дарят ощущение чуда, показывают нашу любовь или помогают не забыть. Долгое время красная гвоздика была символом памяти об ушедших от нас ветеранах. Сегодня значок «Красная гвоздика» становится способом помощи ветеранам, живущим среди нас. Главное событие этого лета. 25-й юбилейный Сосногорский рок-фестиваль. Стань его участником и впиши свое имя в историю. Успей подать заявку до 10 июля.